Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова рады приветствовать вас в нашем краеведческом музее. Сейчас мы с вами находимся в зале археологии нашего музея. Меня зовут Роман Евгеньевич Головин. И сегодня мы с вами поговорим об одной из самых важных и самых, пожалуй, интересных эпох из нашей древней истории. Это эпоха бронзы. На территории лесной и лесостепной зоны Восточной Европы и, в частности, в центральной части Европейской России, в том числе на территории Мордовского края, она датируется началом первого тысячелетия до нашей эры. Чем же эта эпоха так для нас примечательна и имеет такое большое значение? Ну, во-первых, она имеет такое значение из-за того, что в это время происходит планомерный переход к изготовлению инвентаря из металлов, в частности из бронзы, довольно интересного сплава меди и олова. Оно было прочнее и острее, чем медные предметы, известные еще с эпохи энеолита, медно-каменного века. Во-вторых, эта территория становится зоной планомерного перехода и завершающий этап планомерного перехода к производящему типу хозяйства, я имею в виду земледелие и скотоводство. Именно в эпоху бронзы он завершается. Первая витрина, иллюстрирующая быт и культуру эпохи бронзы в нашем зале археологии, открывается реконструкцией жилища этой эпохи. Жилища эпохи бронзы представляли собой наземные землянки и полуземлянки каркасно-столбовой конструкции и имели двускатную крышу. Деревянный каркас из плах составлял основу стены крыши. Внутри стены, иногда и земляные полы, промазывали глиной. Двускатная крыша покрывалась камышом. В больших постройках жилая часть чаще всего обособлена от подсобного хозяйства. Внутри таких жилищ располагались один или несколько очагов, ямы хозяйственного назначения, а иногда даже колодец. Хотя в эпоху бронзы на историческую арену постепенно выходит металл, наличие инвентаря, изготовленного из металла, еще весьма немногочисленно, особенно на ранних стадиях развития культуры эпохи бронзы. В это время производство каменных полированных топоров с просверленными отверстиями достигло своего расцвета, что говорит о постоянном и широком их применении. Многие топоры превосходно выполнены и даже имеют украшения в виде рельефных полос, имитации литейных швов. Отдельно несли ритуальные функции или символизировали высокое общественное положение своего владельца. Разумеется, большая часть таких инструментов символом власти не была, а несла собой довольно понятную утилитарную функцию. Эти орудия служили для рубки деревьев и других бытовых целей. Собственно, они и выглядят подобающим образом. Но некоторые орудия выглядят и довольно характерно, и сделаны весьма интересным и довольно сложным образом. Перед вами боевой ладьевидный топор эпохи бронзы, принадлежащий носителям срубной археологической культуры. Боевое направление данного орудия мы можем оценить по его довольно грозной рабочей части, которая сколота во многих фрагментах, а также литейный шов, про который я говорил, имитация литейного шва. И сделан он довольно интересно в технике шлифовки и технике сверления, технике, достигшей своего апогея именно в эпоху бронзы. Также для эпохи бронзы характерно и, разумеется, керамическое производство. Стоит отметить, что различными носителями разных племен и археологических культур у каждого существовали свои традиции в изготовлении и орнаментации глиняной посуды. В частности, сейчас перед вами сосуд эпохи бронзы, также принадлежащий носителям срубной культуры. Мы можем обратить внимание на преемственность довольно долгую их орнаментации. То есть перед нами сейчас фактически такие неровные ромбы, изготовленные путем нанесения множества вдавлений. Для Мордовского края эпоха бронзы характерна главным образом тем, что в этот период регион постепенно превращается в зону контактов различных цивилизационных пластов, поскольку на территорию нашего края проникают племена Балановской, Абашевской, Срубной, Примакшанской и других культур. Они начинают взаимодействовать как друг с другом, так и с местным населением. Мы можем проследить это по археологической преемственности культур. Так, примакшанская культура была выделена Павлом Дмитриевичем Степановым еще в 50-е годы 20 века и связывалась им с индоевропейскими племенами Подонья. Племена примакшанской культуры селились на высоких береговых мысах и оставили большое количество погребальных и поселенческих археологических памятников. В витрине мы можем увидеть изделия из бронзы и кости.
принадлежавшей носителям примакшанской культуры. Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры по луговым степям вдоль рек Инсар и Пьяна стали продвигаться племена ранних кочевых народов ираноязычного происхождения, которые получили название срубных племен. Собственно, название они такое получили из основной разновидности их погребального обряда. Это захоронение умершего в срубе высотой в 1-2 венца и перекрытым накатами. Эти ранние кочевники оставили многочисленные курганы в окрестностях города Саранска, в Рузаевском, Качкуровском, Большеигнатовском и других районах современной республики Мордовия. Под курганной насыпью археологи обычно находят одно и реже два захоронения, совершенные по обряду трупоположения, скорченного на боку в позе адорации, так называемый. Захоронение обычно сопровождается глиняными сосудами, костями, а также изделиями из металла. Стоит отметить, что именно из памятников срубной археологической культуры происходит наибольшее количество металлических изделий эпохи бронзы на территории современной республики Мордовия. Балановские племена являлись частью более обширной фатьяновской культуры, прежде занимавшей территории к югу от Прибалтики и в междуречии Днепра и Волги, и на рубеже 3-2 тысячелетия до нашей эры переместившись в Поволжье. Фатьяновцы изготовляли круглодонную посуду с бомбовидным туловом, а также изготавливали изделия из бронзы и меди, обнаруженные на территории городищ. Самым известным таким городищем было городище Ошпан, город на горе, раскопанной Павлом Дмитриевичем Степановым в 1946 году. Носители абашевской археологической культуры принадлежали, скорее всего, к древним индоиранцам и заселяли во второй четверти второго тысячелетия до нашей эры Подонье, Среднее Поволжье и вплоть до Урала. Основным занятием их было скотоводство. На сосудах другой археологической культуры, поздняковской, прекрасно видно, как орнаментальные мотивы на сосудах еще неолитического облика племен поздняковской культуры перекликаются: ямочные вдавления, оттиски зубчатого штампа и так далее. Поздняковская культура оказала влияние на формирование более поздних местных культур, в частности городецкой культуры, послужившей основой для всего поволжско-финского мира.